Бюджет этого года напряженный, но он будет исполнен, заявил сегодня исполняющий обязанности министра финансов республики Валерий Жандоров. Члены Кабинета министров на заседании правительства внесли последние коррективы в закон о бюджете на текущий год. С подробностями наш корреспондент Туяра Филиппова. Доходная часть бюджета прибавилась за счет поступления федеральных средств, увеличения налогов, но при этом выросла и расходная часть. Дополнительные расходы связаны с повышением заработной платы бюджетникам, финансированием работ по ликвидации последствий пожаров и наводнений, с реализацией мероприятий Года Арктики, пятилетки сельского хозяйства, решением проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дефицит бюджета прогнозируется с ростом еще на 2 миллиарда рублей и составит более 15 миллиардов рублей. В итоге доходы бюджета по уточненным данным составят 150 миллиардов рублей, расходы 165 миллиардов. Бюджет, надо сказать, в 2014 году на данный период исполняется полностью в соответствии с теми планами и прогнозами, которые у нас были. К концу года мы ожидаем, что эти планы исполним, но он остается напряженным с точки зрения финансирования дефицита бюджета моего. И до конца года мы планируем исполнить данный бюджет, но, конечно же, мы ориентируем также и наши главных распределителей бюджетных средств на экономное и эффективное использование бюджетных средств. Бурное обсуждение вызвало предложение премьера о 5% отчислении средств из отраслевых программ на ликвидацию последствий пожаров и паводков в республике. Средства, заложенные в резервный фонд, уже израсходованы, а требуется еще порядка 1 200 000 000 рублей. В связи с тем, что у нас на ликвидацию последствий наводнения, на лесные пожары, на другие мероприятия требуется сумма, равная почти 1,5 миллиарда рублей. И это являются расходы, которые не предусмотрены никакими программами, никакими планами. У меня к вам просьба, и я хочу с вами сейчас посоветоваться, и вы должны со мной согласиться, либо не согласиться. Мы должны с вами провести работу и остатки средств по вашим программам, исходя от остатков средств по вашим программам до конца года провести сокращение на 5%. Некоторые министры посчитали подход по процентному принципу несправедливым, так как соотношение финансового обеспечения у программ разнится. У нас все командировки, все закупки до 1 числа октября уже проведены. Больше остатков только на ФОТ. Если нам сейчас регламентированно скажут, что вы мне 5%. Послушайте, вы мне поменьше... Потом будут ругать, что... Вы поменьше мне пишите письма на командировки. Призвал всех вникнуть в суть проблемы Анатолий Скрыбыкин, ответственный за ликвидацию ЧС. Сегодня предприятия, которые производят ремонты, работают в долг. Там люди, которым надо платить заработную плату. О чем споримся? Где еще деньги взять? В итоге премьер еще раз призвала членов Кабинета министров к эффективному расходованию бюджетных средств. Но я-то вас прошу не делать автоматического уменьшения расходов ваших программ. Я вас прошу сделать это качественно с точки зрения подходов по экономии и эффективности использования бюджетных денег. На заседании члены Кабинета министров утвердили и новый порядок предоставления субсидий из бюджета на финансирование образовательной деятельности частным детским садам и образовательным организациям, имеющим госаккредитацию. Также правительство утвердило прогнозный план приватизации госимущества республики на 2015 год и внесло изменения в ряд ранее принятых постановлений. Туяра Филиппова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.